Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши хорошие, добрые комментарии, за ваши лайки. Тема сегодняшнего гадания, сегодняшней отсыпочки звучит так. Резкий поворот судьбы, которого вам не избежать, либо который вам не избежать, кому как удобно. Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек. Подумайте о своей жизни, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какой же резкий поворот будет в моей судьбе, чего мне не избежать? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте же посмотрим на этот чудо резкий поворот. Так, ну что, мои дорогие, резкий поворот касается личной жизни. Да, вот она, личная жизнь. Пара двух людей, две птички, которые соединены одной дорогой. И между вами гнездо. Да, да, мои милые, очень хороший знак. Так, ну что, давайте по порядку будем смотреть. Во-первых, я вижу, что здесь девушки, которые мечтают о любви, о романтике, которым не хватает ни чувств, ни эмоций. Знаете, какое-то очень сильное одиночество, тоска внутренняя, момент недолюбленности, недосказанности. Вот как лишили, да, лишили вас любви, забрали из вашей жизни любовь. Вы так ее ждали, так надеялись, так мечтали. Вы так много своей любви подарили к тем, кто вас окружает. Может быть, мужчине, с которым вы вместе были, либо есть. А он либо не понял, либо не принял, либо принял и посчитал как должное. Понимаете, вот такой момент я у вас вижу. Здесь момент разочарования. Вы идете в дорогу с очень грустным лицом, разочарованная, я бы даже сказала, даже больная. Да, вот эмоционально человек нездоров. Нервы расшатаны. Нервная система очень сильно влияет на физическое здоровье. То есть вот вы в горизонте, в печальке, над вами вот у вас на груди такой огромный камень, такая ноша, да, непосильный камень, который давит на грудь, который невозможно скинуть и просто продохнуть хотя бы один разок. А хочется дышать полной грудью, хочется чувствовать бабочки в животе, хочется счастья, хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножечко, глоточек, да, капелюшечку, но счастья, вот чего хочется. Мои милые, ну, вас слышат, вас видят, и ваше счастье у вас впереди. Здесь корона вышла. Корона — это очень хороший знак. Во-первых, корона — это знак того, что человек займет свое место в жизни, в судьбе, в своей реализации, в своих мечтах, в своих задумках. То есть человек коронованный, человек, который прошел долгий путь, и вот он главный, реализовался. Это первый момент. Второй момент. Если кто-то чувствовал себя загнанным, вот закрытым, да, здесь вот маленькая дырочка, не знаю, видно вам, не видно, и там внутри человек сидит, и причем с опущенной головой. То есть кто-то считал, что он закрыт в 4 стенах. Кстати, может смотреть меня, например, человек, который прошел через места лишения свободы, либо находится сейчас. Вот понимаете, здесь явно человек закрыт, ограничен и так давит, все давит сверху, снизу, сбоку, нет воздуха, не хватает. И знаете, человек в унынии. Вот если вы понимаете, что это ваше состояние, еще раз говорю, человек находился в таких местах, может быть, в принципе, такое психологическое состояние, вы из него выйдете. Выйдете вы благодаря любви. Любовь, дружеские отношения, здесь партнерство идет, доброта, ласка, я не знаю, улыбки, вот что в вашу жизнь идет. В любом случае, у вас общая дорога и общая крыша, у вас партнер, видите, какой партнер, вы похожи, одинаковые, партнер немножечко покрупнее, чем вы вышел. Если смотрит меня мужчина, то женщина будет полненькая.
полнее, чем вы. И если смотрит меня женщина, то мужчина будет такой вот, знаете, прям богатырь. Богатырь по соотношению с вами, да. Вот вы, может быть, миниатюрная, а он, ну, обычный, да, и будет казаться для вас, что он такой весь богатырского телосложения. То есть мужчина побольше будет, да, чем вы по размерам, по габаритам, и для вас он будет действительно вот такой вот защитник, красавчик. Человек, который будет с вами в паре, в браке, в отношениях, который будет вам во всем помогать, наставлять, давать вам не только любовь, но и заботу, ласку, понимание. Такой человек идет в вашу жизнь. В любом случае, я вижу, что вы, вот видите, вы не одиноки. У вас исполнение двух ваших самых главных каких-то желаний по жизни. Вот спросите себя, о чем желаю, чего хочу. Два. Вот у вас два, они разные. Но тема у них какая-то похожая. Ну, либо там счастье хочу, да. Хочу, чтобы у меня было там много денежек, да, и я ни в чем не нуждалась, была счастливой женщиной, да, либо был счастливым мужчиной. И также хочу, например, счастливую семью. То есть какие-то похожие, понимаете, вот именно для вашей персоналии, для вашего персонального счастья, для вашего удовольствия. Это вы хотите. Кто-то, кстати, на работу. Вот работа тоже, кстати, вышла. Может, вы на работу загадываете, работу хотите. В любом случае, мне идет вот труд, молод и человек. То есть либо это в пару вы хотите себе человека, кто-то может, кстати, ребеночка хотеть тоже, может быть, да. Ребеночек, если родится, то, скорее всего, девочка будет. Девочка, да. Тут, кстати, может и два ребеночка родиться. Ребеночки тогда будут разнополые детки. Но первый будет девочка. Кто именно на эту отсыпочку зашел, тут именно так идет. Так, смотрите. Резко. Что у вас произойдет резко? Вот этот человек резко ворвется в вашу жизнь. Прям резко-резко. И первое, что вы будете думать, это что вот романтика, что это какие-то легкие отношения, потому что здесь у нас дельфин вышел, такой, знаете, плескается. Будет казаться, что это что-то временное, легкое, ни к чему не обязывающее. А по факту окажется, что человек серьезный, видите, он к вам прям свой кораблик, да, направил, чтобы с вами в жизни быть, чтобы половиночкой быть, чтобы счастье вам сделать. У многих отыграется, что, например, да, человек из вашего прошлого где-то блукал, ходил, может быть, там сменил много мест обитания, да, и пришел к выводу, что только вы ему нужны. Здесь может человек одуматься, здесь человек может прям осознание, да, прийти, что вот она, именно та, либо женщина осознает, что это именно он, мой мужчина по судьбе, по жизни. Может быть возвращенец. Но у большинства отыграется, что новый мужчина, новый человек, который ворвется в вашу жизнь. Человек, видите, он откуда-то, он на лодочке плывет к вам, он откуда-то идет, едет. Нету его рядом с вами сейчас. Прям будет врываться в вашу жизнь. Встреча, кстати, не за горами у вас, не за горами. Тут может быть у кого-то месяцев 3, у кого-то месяцев 6. Вот так вот вы встретитесь. А у кого-то, может быть, даже и 3 недели пройти. Понимаете, тут вот прям по троечке 3 периода времени пройдет. У кого-то так, а у кого-то по-другому будет. То есть я здесь настаивать не буду. Много людей будут смотреть, поэтому адаптируйте под себя. Человек очень интересный, человек очень яркий, вам очень сразу понравится. С этим человеком прекрасные перспективы. И знаете, вот мне почему-то идет, что этот человек у вас будет там 2-й, 3-й, и вы у этого человека будете, скорее всего, например, там 2-я, да. То есть он с прошлым, и вы с прошлым. То есть вас обижали, и его тоже обижали. Но он, в отличие от вас, он отпустил, забыл, отрезал. А вы нет. У вас еще будут какие-то переживания по поводу прошлого, по поводу стоит, не стоит, нужно, не нужно. Я же говорю, у вас будет, смотрите, у вас какие-то легкие, да, легкое отношение к этому человеку, что повстречаемся, пообщаемся, а там пусть будет как будет. А этот человек сразу у вас увидит свою половиночку, свою спутницу и свою судьбу. Поэтому, мои дорогие, встреча у вас, кстати, он на вас как-то выйдет, прям с вами столкнется, на вас будет идти, вот прям идти, и прям будет улыбаться, да, и вы поймете, что, мужчина идет знакомиться, да, вот прям так поймете. И он действительно что-то спросит, что-то вот скажет, там, подскажите мне, помогите мне, либо скажет, какая же вы прекрасная, то есть с комплиментом может зайти. Но я вижу, что мужчина прям,
плывет, врывается в вашу жизнь. Ему очень сильно захочется с вами вот прям отношений, разговоров, общений. Тут у вас с первых дней прям пойдет такая вот милота, когда вы начнете постоянно общаться, будете говорить, как будто бы вы лучшие друзья, будете просто друг другу душу изливать. Очень хорошие отношения. Но знаете, я скажу вам такую вещь. Здесь главное, чтобы вы не показывали этому человеку, что вы боитесь, да. А если вы боитесь, то вы должны об этом честно сказать, что я боюсь, я переживаю, чтобы вы друг друга действительно реально хорошо поняли прямо при самом первом своем знакомстве. Иначе здесь может быть история того, что вы свое счастье немножечко по времени сдвинете, да, вот какая-то такая тема пройдет, что он подумает, ой, я ей не нужен, а вы подумаете, да он несерьезный, и вы немножечко уйдете с нужного направления. Поэтому говорите все как есть. Но я вижу, что у вас тут разговоры очень хорошие пойдут. Здесь у вас резко, вот, кстати, по работе будут перемены. Видите, вышла Виктория, да, знак Виктории. Резко пойдут перемены. Причем перемены, скажем так, есть такая, да, тоже поговорка. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот у вас тоже вот по этому принципу пойдет. Что-то резко отрежется, прям отсечется, что вас очень сильно держало. Какие-то, может быть, там плюсики. Я не могу сказать, что какие-то серьезные плюсы я тут вижу, нет. Но какие-то плюсики, возможно, вас держали. То есть вы где-то, ну, может быть, даже себя уговаривали, что а место у меня-то неплохое, да, за него нужно держаться. Вот резко что-то произойдет. Резко из-за других людей, или при помощи других людей у вас вот прям, ну как пелена с глаз пойдет, да, и вы поймете, что нет, мне нужно идти, развиваться, двигаться и реализоваться, например, в чем-то другом направлении, в другой деятельности, либо расти по карьерной лестнице. То есть здесь перемена вот как-то очень резко, то есть по ножу заходит, да, нож и Виктория, то есть резко вы режете и резко вы растете, да, прям идете туда, куда вам надо. Еще здесь идет момент того, что кто-то может, к сожалению, пережить какой-то прям момент стрессовый по поводу здоровья связанный. Возможно, будет поставлен какой-то диагноз там ошибочно, да, либо диагноз внешне кажущийся страшным, да, на самом деле вы все это, ну, перемахнете, да, с легкостью, да, закроете эту книжку. Здесь главное не испугаться и главное не стрессануть. Почему? Потому что я вижу, что человек может просто действительно вот так лечь на кроватку и думать, ну все, это последние мои там денечки. Пожалуйста, так не делайте, потому что у вас прекрасное будущее впереди, и вам не нужно идти на вот такие моменты. Для чего это происходит в вашей жизни? Это для того, чтобы вас немножечко растормошить, для того, чтобы вам показать, насколько жизнь, например, коротка, либо, да, это все-таки маленькая такая волосиночка, веревочка, которая может порваться. Вас хотят замотивировать, чтобы вы были более активными и ценили свое время, которое вам, например, отпущено. Именно с этой целью идет вот этот урок. Поэтому, мои дорогие, не расстраивайтесь, не переживайте, знайте, что все будет хорошо. Перемены идут очень хорошие, положительные, и даже несмотря, что здесь, возможно, даже какой-то немножечко неприятностью попахивает, тем не менее, она обернется большим для вас бонусом, большим плюсом и прекрасным будущим. Так что, мои дорогие, так, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.